Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за вашу подписку, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон, огромное спасибо. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Какие хорошие перемены уже стучат в вашу дверь? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моей отсыпочке. Посмотрите на песок, загадайте на себя и на те прекрасные перемены, которые вот-вот уже зайдут к вам в дом, в ваше сердце, в вашу душу. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, какие же хорошие перемены уже стучат в вашу дверь. Так, мои дорогие, тут перемены, конечно, вышли такие грандиозные, я бы даже сказала. Здесь очень много картинок, возможно, много людей посмотрит эту отсыпочку, поэтому тогда на себя перебирайте то, что к вам ближе, да, то, что к вам заходит. А вообще, конечно, я желаю, чтобы все хорошие перемены обязательно случились с каждым конкретным моим зрителем. Так, начну я снизу. Я вижу здесь встречу, разговор двух людей. Видите? Один человек и второй человек. Между ними дорога. Но дорога как будто бы не клеится. Она-то прорисована, да, но прорисована очень слабо. То есть эта дорога зависит от желания как одного, так и второго человека. Желание на общение, желание на разговор, желание на позитивный ключ, понимаете? Потому что я вижу, что эти два человека, они как будто бы в друг друге нуждаются. Но при всем при этом они как будто бы друг друга немножечко сторонятся, да, то есть какое-то вот легкое недоверие может быть, либо люди совершенно новые друг другу, да, очень сложно войти в какой-то быстрый контакт и диалог. Но я вам так скажу, что вот эта встреча, она по судьбе, вы должны были с этим человеком встретиться, и вы должны будете какой-то путь вместе пройти. Вы должны будете с этим человеком, я не знаю, подружиться, полюбиться, у кого как отыграется. Просто здесь нет четкого указания, здесь точно женщина, это вы. А вот здесь я не могу сказать, кто конкретно идет. Но человек идет с развилки. Видите, сзади развилка, и у вас развилка. То есть здесь 100% идет судьбоносная встреча. Встреча, которая может поменять в будущем вашу жизнь и жизнь этого человека. Смотрите, в вашу жизнь этот человек что-то приносит, он вам дает. А вот вы в жизнь этого человека приносите гармонию, любовь и счастье. То есть вы кого-то осчастливите, а кто-то вас как будто бы спасет и что-то вам даст. Вот такой момент происходит. Тут такой вот прям симбиоз идет. Смотрите, этот человек идет с клевером в вашу жизнь. Понимаете, этот человек вам еще и удачу, и фарт принесет. Человек, скорее всего, смотрите, идет как земной ангел-хранитель, ну, либо как опекун, да, от высших сил. Вот. Ну, а вы в этого человека, вы что-то будете вкладывать, и вы что-то, вот знания, может быть, науку какую-то, может быть, какой-то экспириенс вы будете давать этому человеку. То есть очень судьбоносная встреча. Встреча, которая поменяет жизни и вашу, и этого человека. Но при этом я вижу, что вы больше получаете, чем этот человек. Да, то есть человек больше в вас складывается и больше вам дает. Ну, а вы как бы, что есть, чего не жалко. Вы передаете этому человеку. Так, очень интересное знакомство и очень интересная встреча. Вы знаете, даже такое впечатление идет, что вот по вот этой птице, да, которая летит к вам, возможно, даже через интернет как-то вы познакомитесь, либо это будет связано с какими-то новостями, с какими-то разговорами, с какими-то документами, с какой-то вот организацией вашего труда, либо процесса какого-то, да, получения каких-то документов. То есть вот человек знакомится с вами, да, посредством помощи вам, да, то есть он помогает, также и знакомиться, и так завязываются ваши отношения. Смотрите, у кого-то это отыграется как любовная тема, вот прям любовь, отношения, а у кого-то как дружба. Но и в том и другом случае я вижу, что человек идет на постоянной основе в вашу жизнь. То есть это не случайно, это не
там не на один день, не на один год, а вот уже так до конца. До конца на постоянной основе человек входит в вашу жизнь. Дальше. У вас здесь светофор вышел. Я так понимаю, что у вас будет ситуация, когда у вас будет момент, когда вы будете брать все, что вам дают, потом вы будете думать о том, что с этим делать, и потом вы будете отсеивать то, что вам не нужно. Смотрите, да, я всегда призываю к тому, что нужно брать все. Вот все, что дает судьба, обязательно нужно брать, и не нужно в этот момент думать, а стоит, не стоит, пригодится, не пригодится. Вселенная устроена так, что либо вам дают, либо у вас забирают. И если вы не добираете по приходу, да, вот вам Вселенная открыла какой-то рог изобилия, да, либо вам открыт коридор исполнения, и вы не берете каких-то вещей, то есть вы проходите, приступаете, то в следующий раз вам дают гораздо меньше. И либо судьба и высшие силы понимают, что у меня уже типа есть, да, мне не надо, поэтому я даже могу с кем-то поделиться, вас могут еще и взять. Вот, поэтому всегда нужно брать, а потом уже будете разбираться, что нужно, что не нужно. Всегда есть люди, которые нуждаются, которым можно передать, перенаправить. Да? Это нормальная практика. Дальше, мои дорогие. Дороги у вас идут очень удачные. Здесь вот я у вас насчитала 3 очень удачных длинных дороги и 2 коротких. По поводу длинных дорог. Вы в сопровождении идете, вы на эти длинные дороги с кем-то как будто бы ходите. Либо кто-то вас сопровождает, либо вы помощь в этих длинных дорогах всегда находите. А короткие дороги, они ваши. В этих коротких дорогах вы полностью сами себе предоставлены, и вы должны полностью фокусироваться на эти дороги. То есть заранее все проверять, сверяться, прописывать, понимать, да, проверять документы, паспорта, телефоны. Потому что есть риск вот этих коротких дорог как будто бы дублируется, да, как будто бы повторяетесь. То есть вы идете, что-то забыли, возвращаетесь и заново идете. То есть как бы вот этот момент туда-сюда, он не очень приятный для вас. Также вот вышел казенный дом, и в казенном доме неприятная женщина, назовем ее так, да, которая скандалит, которая такая громкая. Это может быть почта, это может быть какой-то вот совбез, я не знаю, как больница, школа, вот что-то государственное, да, там, где люди, там, не знаю, жалуются на то, что им там не доплачивают, и они что там за копейки должны свое здоровье тратить. Да? То есть вам придется от этой женщины очень много всего выслушать, но там какая-то ситуация неизбежная, потому что только она там главный человек, она там все типа решает. Она вам может выписать, либо не выписать какой-то важный документ, либо осуществить какое-то дело. Мои дорогие, вы рискуете узнать очень много подробностей из жизни, например, госслужащего, либо там почтальона, либо там медсестры, да, либо врача. Но от этого не уйти. Вы знаете, вот как придется, да, придется вам это все послушать, но я вижу, что главное, вы своей цели достигнете. То есть вы вот что хотели, вы это обязательно получите. Знаете, вот женщина начнет с того, что она начнет кричать, да, и там, возмущаться чему-то, а закончится тем, что вы чуть ли не подругами расстанетесь, да, то есть настолько она в вас найдет вот эту жилетку, в которую можно поплакаться, и настолько вот, ваш взгляд, ваш интерес к ее делу будет проникновенный, что она, прям-таки для вас даже вот прям раскроется полностью, да, еще чем какие-то советы вам хорошие даст, может, я не знаю, кого-то вам там посоветует, подругу свою какую-нибудь, которая может какие-то вопросы порешать, дела, то есть, знаете, все начнется с испуга, а закончится очень благоприятно для вас. Так, дальше идем. Смотрите, здесь у вас люди просятся в ваш дом. Я не знаю, то есть могут напроситься в гости, могут издалека люди приехать, какие-нибудь там дальние родственники, знакомые знакомых, и вот к вам будут проситься в дом. У вас я вижу, что нет особого энтузиазма впускать этих людей, но я вижу, что вы человек открытый, отзывчивый, и вы просто не сможете отказать от дома. Эти люди, они войдут в ваш дом, но вопреки вашим ожиданиям, что они там будут вести себя как там непрошенные гости, да, они, во-первых, будут очень милы, очень порядочные, они вам чем-то помогут, и они еще вам какие-то подарки оставят, не знаю, что-то вот прям приятное очень сделают.
Так, здесь вот главный рисунок — это два человека, они в росте. Вот прям в прямом смысле слова два человека растут. Здесь может быть рост в отношениях, здесь может быть рост в вашей семье, может быть дело, которым вы занимаетесь, оно наконец-таки даст результат и плод. Также может быть дело, связанное там с ремонтом, с покупкой недвижимости, с какими-то переездами, да, когда два человека, да, вот они вкладываются, они там и силами, и деньгами, и эмоциями, и наконец-таки вы получаете результат, который вас очень радует. Причем результат у вас получается один, то, что вы хотели, вы получаете, а у вашего партнера совершенно другой. Но при этом и вы, и ваш партнер очень счастливы. Знаете, вот как будто очень много сил и усилий вы положили на это дело, на эту идею, на эту задумку. И как вы понимаете, это ваш общий проект, ваше общее детище, и вы очень рады тому, как это все происходит, как это все складывается. Так, интересная женщина такая вот вышла, очень интересная, прям такая большая. Эта женщина за собой ведет людей. Женщина-учитель, женщина-наставник, женщина-доктор, я не знаю, у нее очень много, может быть, статусов, может быть, она какая-то уникальная, и она как будто бы вокруг себя объединяет целое комьюнити людей, она им помогает, она их учит, и она для них всех как будто бы мама такая является. Вы знаете, очень сильный человек, очень сильная личность, и эта личность способна помочь вам разобраться с вашей жизнью, с вашими проблемами, с вашими какими-то делами, да, вылечить вас, спасти вас, наставить на путь истинный. И знания, полученные от этой женщины, они какие-то уникальные. И эти знания вам помогут в будущем на то, чтобы создать, например, свою семью, свои счастливые отношения, вылечить кого-то, либо стать профессионалом в той или иной сфере. Женщина мощная. Вот прям этой женщины держитесь. При этом я вижу, что может быть, это какой-то авторский курс, может быть, это какой-то, вот, я не знаю, известный человек, да, который собирает группы. Вы там найдете единомышленников, вы найдете тех, с кем вы будете общаться, с кем вы будете дружить, с кем вы будете, ну, прям, понимаете, тут взаимовыручка какая-то, подсказка. И все люди как будто бы какие-то одухотворенные одной идеей и одной целью. Очень хорошее, сильное состояние. Дальше. Здесь интересный такой момент прорисовался. Человек издалека к вам просится стремиться. Вот его сердце к вам просится и стремится. И человек, вот он просто не спит, не ест, да, он постоянно работает над тем, чтобы к вам приехать, прилететь, с вами увидеться, с вами поговорить. Но как будто бы человек это все делает сюрпризом. Он готовит для вас сюрприз. Но, к сожалению, вот только одно колесо у него в руках. Да? То есть обстоятельства все время складываются против него. И нет возможности, да, постоянно какое-то ограничение, блокировка. Сердце просится, а возможностей нет. Вы не переживайте, да, если понимаете, о ком я говорю. Человек не остыл, и человек больше злится на окружающую среду, да, то есть на законы, на людей, на ограничения, чем на вас. Вот он просто лишний раз, ну, я не знаю, тут даже может плакать, да, вплоть до того, что вот настолько обидно, что он может всплакнуть. Понятно, что, например, если вы смотрите на мужчину, то, ну, как-то неудобно, да, взрослому мужчине плакать. Но настолько вот прям обидно, настолько ком к горлу подходит, что вот, ну, блокирует его и все. Эта ситуация, она... Но я не могу сказать, что только он столкнулся. Вот как будто бы другие люди тоже сталкивались, либо сталкиваются. Вы-то понимаете, что как бы против буквы закона, да, либо против обстоятельств не пойдешь. Но этот человек, он как ребенок, он такой настойчивый, и в то же время вот как будто бы в стенку бьется, вам его жаль, и вы уже не знаете даже, да, что сказать. Но настойчивым таким людям им везет. Этот человек найдет таки путь, он найдет выход, и человек сделает вам какой-то невероятный сюрприз. Вас это очень обрадует, наполнит, и вы прям вот, ну, вы будете в блаженстве, да, в такой неге от того, что человек настолько сильно постарался именно для вас. Вот как будто бы для вас никто другой ничего такого подобного не делал. Очень хорошее самочувствие. И ощущение себя, вот, что любят, что я нужна, что я важна. Понимаете, вот такое вот счастье. Дальше здесь у вас вышло кресло. И я вижу, что вот как ни крути,
вас ждет какой-то почетный прием, я не знаю, куда-то вы пойдете, где вам будет оказано внимание как какому-то очень важному человеку, почетному гостю. Вас посадят, там, не знаю, на самое лучшее место, вас там будут обслуживать на высшем уровне. То есть, понимаете, вот прям какое-то вот признание у вас идет, момент и минутка славы, да, для вас. Мои дорогие, наслаждайтесь, потому что я вижу, что вы заслужили эту ситуацию, и как награда найдет своего героя. Пусть так в вашей жизни будет. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.